Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сәлемсіз, хөрмәтле тамашачылар, халмыкы. Представлюсь, меня зовут Булат, я участник Башкирского национального движения. И ранее вы могли меня видеть и слышать на одном из стримов Руслана Габасова. За минувший почти год после прошедшего нашего интервью прошло достаточно много событий. К счастью, за этот год вот это искусственное, на мой взгляд, противостояние между татарами и башкиртами практически сходит на нет. Почему для татар Башкортостана важно, чтобы башкиры смогли построить свое национальное государство? Это очень тонкая тема. И прежде всего татарам Башкортостана нужно набраться политической мудрости и политической зрелости для того, чтобы принять государственность Республики Башкортостан как унитарного государства с единственным государственным языком, башкирским языком. Да, татарам Башкортостана нужно вливаться в создание единой политической башкирской нации. И для этого потребуется пожертвовать своей неэтнической идентификацией. Этническую идентификацию никто отнять никогда не сможет. Она внутри, собственно, каждого человека. Но своей политической идентификацией, возможно, придется пожертвовать для республики, для строительства Республики Башкортостан. Реалии таковы, что башкирский народ не составляет большинство на территории Республики Башкортостан. Это в силу исторических причин случилось. И, собственно говоря, насильственное присоединение, никакого добровольного присоединения Республики Башкортостан не было. Было насильственное присоединение, геноцид башкирского народа на протяжении всего периода, начиная с присоединения. Башкиры всегда восставали и в 1600-х годах, и это в волну геноцида оборачивалось. В 1700-х годах это опять волну геноцида. В советское время при развале Российской империи банды красноармейцев резали башкир. Затем советская власть, так называемая, устроила голодомор, который в основном отразился на башкирах Республики Башкортостан. Этот же голодомор также сильно ударил и на другие нерусские народы Поволжья. Но если мы говорим о Республике Башкортостан, в основном он касался башкиров. И вот в силу всех этих причин, также последующая индустриализация, приезд вместе с перемещенными заводами и фабриками большое количество русского населения, части татарского населения. Таким образом, башкир в Башкортостане стало около трети. И если сейчас мы сделаем как бы условно равноправные взаимоотношения, федеральные взаимоотношения внутри Республики Башкортостан, то, собственно, башкирты окажутся в неконкурентоспособном, невыгодном положении. Нужно предоставить башкиртам для развития собственной государственности преференции в виде формирования башкирской политической нации на основе башкирского народа, прежде всего, государственный башкирский язык, который охватывал бы все сферы жизнедеятельности, как политические, так социальные, экономические. Нужна и реформа башкирского языка, и, кстати говоря, нужна и реформа татарского языка, потому что современный башкирский и татарский язык – это уже совершенно не те литературные языки, которые были в начале века. Это уже светизированные языки с большим количеством русизмов и так далее. Но это уже отдельная тема, языковая тема, это вообще большая тема, о которой стоит поговорить отдельно. Поэтому, если татары считают себя политически ответственными, то нужно делегировать часть своих политических прав для формирования политической нации, башкирской политической нации. На данном этапе уже сейчас нужно присоединяться к башкирскому национальному движению. Если говорить простым языком,
то вот в Уфе, например, молодежь собирается, башкирская молодежь, она всю жизнь собиралась возле памятника Салавату Юлаева, поют песни, танцуют танцы. Значит, молодежь татарская должна не сторониться этого, а присоединяться к башкирам в этом, в общем, таком, пусть даже развлекательном деле. Затем есть постоянно возникающие проблемы экологического характера. До этого были баймакские события. Сейчас есть угроза разработки Карктау. Татары должны присоединиться к башкирам в защите этих земель. В конечном итоге татары сами заинтересованы в том, чтобы сохранять экологию Башкортостана, для того, чтобы не было разграбления природных ресурсов Республики Башкортостан. Здесь не нужно себя отделять от башкирского народа, а быть плечом к плечу с башкирским народом во всех этих вопросах. Также нужно выступать при малейшей возможности против политического преследования башкирских активистов, которые сейчас есть, в том числе и по баймакским событиям, всячески поддерживать. Нужно формировать горизонтальные связи. Не нужно совершенно какие-то сейчас организации образовывать. Нет, это опасно. Это будет сразу возможным возникновение каких-то там якобы террористических организаций, дать повод для еще одного преследования. Но личностные горизонтальные связи, они и так существуют между башкирами и татарами. Нельзя сказать, что это две отдельно существующие диаспоры. Нет. Но нужно еще более усиливать эти связи, всячески содействовать друг другу во всех вопросах. Таким образом, на данном этапе соучаствовать в создании башкирской политической нации. И когда, собственно говоря, возникнет час X, когда Россия вступит в фазу развала, нужно присоединиться к башкирскому национальному движению и формировать единое башкирское государство. И на первый взгляд может показаться, что мы вынуждены будем делегировать таким образом свои права в пользу башкирского народа. И кому-то может показаться, что таким образом это может привести к потере национальной идентичности. Но на самом деле, как мне кажется, такой опасности нет. И когда мы говорим о татарском народе, мы, будучи татарскими националистами, патриотами татарского народа, должны заботиться не только, собственно говоря, о татар-Башкортостане, но и о правомощности юридической, в том числе и Республики Татарстан, а также значительной доли тех татар, которые проживают в других республиках Поволжья, на других территориях. Давайте представим ситуацию, что северо-западные районы Республики Башкортостан присоединятся к Республике Татарстан. Таким образом, у нас совершенно точно будут разлажены отношения с башкирским народом. И более того, это разрушит юридическое основание ныне существующих территорий Республики Татарстан и Республики Башкортостан. Хотим мы того или нет, мы должны опираться на существующую законодательную базу, на существующие реалии. И в Конституции Республики Башкортостан, и в Конституции Республики Татарстан записано о территориальной целостности и возможность изменения территории только по взаимному согласию в результате референдума, либо решения юридически правомочных органов. Подвергнув опасности территорию Республики Башкортостан, опасности отсоединения, мы таким образом делегитимизируем Республику Татарстан в ее границах и сделаем возможным прекращение государственности Республики Татарстан. И в то же время восприятие другими народами татарского народа будет уже совершенно другое. Увидев, как татарский народ поступает по отношению к братскому своему народу, башкирскому народу, отхватывая его территории, уже чувашский народ, марийский народ, удмурты, эрзя и макша будут воспринимать татар как пятой колонной. И все это нанесет гораздо больше вреда для развития татарского народа, нежели пользы от того, что будут как бы условно присоединены северо-западные районы Республики Башкортостан. То есть каждый татарин, если он считает себя действительно патриотом татарского народа, должен заботиться о татарах в целом, о татарском народе в целом, о
Что будет происходить на дальнейшем этапе, мы не знаем. Все зависит от очень большого количества событий, которые будут происходить. Благоприятные события – это если нынешняя Российская Федерация развалится на множество государств, в том числе русских государств. Если на месте образуется, например, Республика Поволжье, то Республика Башкортостан и Татарстан уже будет не внутренним анклавом внутри Российской Федерации, она уже будет граничить с независимым русским государством. Тогда необходимости, например, в так называемом Куландыкском коридоре, она отпадет сама собой. Так же, как и образуется, например, Уральская республика, да, и с восточной стороны Башкортостана образуется русская, в основном, Уральская республика, то это уже будет граница с независимым государством, а не анклавная. Если же Россия останется в тех границах, которые есть, и мы только сможем выйти за пределы, объявить о своей независимости, оставаясь анклавом неким, тогда надо будет уже выстраивать другую политику, но опять совместную политику, потому что если мы рассмотрим Оренбургскую область, например, которая препятствует нам по присоединению, сближению с Казахстаном, то там смешанное татарское и башкирское население, и нам потребуется совместные усилия, например, выкупить земли для того, чтобы иметь непосредственную границу с Казахстаном. То есть союз татар и башкир – это стратегический союз. Нам друг без друга из этой империи не выбраться. Надо помнить об этом всегда.